Kaderli dostlar, исәнмесез. Исәнмесез. Мы уже много что знаем, но некоторые вещи основополагающие. И предлагаю освежить такие фундаментальные моменты. Помните, мы говорили про глагол, что в татарском языке по одной форме можно раскрутить вообще все, что у этого глагола есть. Ну, по крайней мере, многое. Да, и что ключевое слово, которое помогает нам понять и найти разные формы, это форма повелительного наклонения, то есть «делай что-то». Если я напишу такое слово, что это означает? Танцуй. Танцуй, да. И вот, зная только это слово, как мы можем его проспрягать? Значит, да, если помните, да, что «би» – это явно мягкий вариант. Это не «б», это «би», мягкий вариант. Значит, отсекаем твердый вариант. Из двух возможных подвариантов, те, которые где заканчивается повелительная форма на согласные и гласные, отсекаем ту, где заканчивается на согласную. Вспоминаем, какие у нас есть аналогичные глаголы. Работаю, как будет? Ишле. Нет, а я работаю. Ишли. Да, и попробуем воспроизвести. Бием. Бим. То есть это глагол должен заканчиваться на им. Мин бишлим. Ну, это будет примерно означать «я работаю, танцуя». Или танцую и при этом работаю. Но возможны всякие варианты, если это ваша профессия. Но, в принципе, мы исходим из того, что все-таки кто вспомнит, как будет, как мы скажем «я работаю». Ишлим. Эшли. Бишлим, да. По-моему, идея танцевать и работать в одно и то же время увлекла всех. Минишлим. Эшлим, да. Значит, да. Значит, что мы делаем? Мы добавляем туда окончание им. Биим. Мин биим. Ты танцуешь. Син. Бисен, да. Он танцует. Убие. Би. Ну, такой необычный немножко. Но, а что вы хотели? А помните глагол «мыть»? Ю. Да. Вот. То есть, вот как мы выходим, да? Биим, биисен, биибес, биисес, биилер. А если мы хотим призвать... Ну, кто-нибудь засиделся, а мы все-таки пока еще обращаемся к человеку на «вы», говорим, потанцуйте. Бигес. Биегес. Да, помните вот это окончание? Когда мы обращаемся к нескольким людям или к одному человеку в вежливой форме. Это просто напоминание о том, что вот мы берем одну форму и из нее пытаемся раскрутить все возможное. Да, кстати, а отрицательная форма как будет? Я не танцую. Вы приглашаете кого-нибудь? Биемим. Да, биемим, да. Да, я тоже. Мисен, ми, мибес, миссис. А сейчас мы ознакомимся еще с одной формой использования существительных, местоимений и вообще всего-всего. Это так называемый направительный падеж. По-русски есть дательный падеж, когда существительное, скажем, в этом падеже или местоимение отвечает на вопрос «кому» или «чему». По-татарски эта форма используется еще и при направлении куда-то. То есть, когда мы куда-нибудь идем или кому-нибудь предлагаем куда-то пойти, то мы используем этот падеж. Как он выглядит? Начнем, как всегда, с местоимений, потому что местоимения дают простор нашему воображению, и попробуем сразу какие-то составлять фразы, словосочетания. Вот как они выглядят. Меня, мне. Синга, тебе.
Онға. Аңа, ему или ей. И мы уже подозреваем, что если дальнейшие формы предпочитают мягкий вариант, то аналог вот этому без – это явно мягкий вариант. Поэтому без Г. без г. Нам, вам, сез, Г. г. Олар опять у нас твердый вариант. Оларга. Какие смыслы могут требовать использования местоимений в такой форме? Во-первых, там, где в русском языке соответствует дательный падеж, я даю тебе, я говорю тебе, сейчас мы возьмем эти слова, помогаю тебе, или же направляюсь к тебе. То есть я иду к тебе, я прихожу к тебе, тоже требует этой формы. Ну вот, например, помните, как будет глагол «приходить»? Киль. Киль, да. Значит, я прихожу. Минкелем. Минкелем. Да. То есть киль, как он спрягается, вы уже давно выучили. Это форма повелительного наклонения, и мы знаем, как развернуть из нее все остальные. Эльза, как сказать «я прихожу к тебе»? Мин сиңа киләм. Ты приходишь ко мне. Син миңа киләсең. Ты придешь к нему? Син аңа киләсеңме? Правильно? Все правильно, да. То есть мы спрягаем глагол, находим правильное личное окончание, прихожу, приходишь и так далее. И указываем направление, кому кто приходит. Каким образом мы получаем отрицательную форму? Я не прихожу. Без. Келме без. Да, ну если скажем, я не прихожу. Сергей, я к тебе не приду. Мин, сина, кильмим. Угу. А как спросить? Ты ко мне придешь? Син, мина, килесенме. Кил, Да, киля. килесенме. Килясин. Да. Килесенме. Да. Угу. Дэвид, а как мы скажем? Они приходят к нам. Алар, Угу. К нам. алар без Г. Сейчас, минуточку. Киллар. Киллар с Г. Киля. Килема. Килелер. Килелер. Киллар. Килелер. 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 Алар, без г, килелер. Алар без Г. А как мы скажем, Арина, а мы к ним не пойдем, мы к ним не приходим. А без Г, Нет, мы А. к ним. без, аларга, кили без, кильми без. Не при... Кильмибес, да. Помните, да? Что в отрицательном форме мы добавляем вот эту частицу «ми» между корнем и окончанием, личным окончанием глагола. Мы знаем, что «дай» татарский – это «бир». Как сказать «дай мне»? Бирминга. Все девочки знают это. На эту тему, кстати, есть тоже, такая поговорка, можно сказать. «Дай мне, а я дам тебе». Бир миңа, мин дә сиңа бирәм. Мин, да. Сиңа бирәм. Синга. Бир миңа, мин, Берем сюда. берем синга. Да. Синга берем. Значит, каким образом мы обратимся во множественном числе и скажем «дайте нам». Бирегез безгә. Да, формы правильные, но обычный порядок слов, что сначала мы используем местоимение, а потом глагол. Безгә бирегез. Да. Глагол всегда стремится в последнюю часть, на последнее место в предложении в татарском языке. А помните, мы говорили на одном из прошлых занятий о том, что есть такие составные глаголы. Вот, например, помогать это не, по-татарски это не глагол, а буквально делать помощь. Слово «помощь»
Ярдем. Ярдем. И помните, какой глагол используется? Как Итерге. вспомогательный? Да, итерге. И у него повелительная форма ит. Как сказать? Помоги мне. Ярдем ит. Или как? Сначала мне. Син миңа ярдем ит. Но я призываю, это не ты мне помогаешь, а помоги мне. Просто мне помоги. Миңа ярдем ит. Да. Мгм. А как сказать, Эдуард? Помогите ему. Бердем итыгыз. Так, значит, сначала мы говорим ему. Она. Да. Анна. Аңа. Анга. Бердем итыгыз. Нет, сначала помощь. Анна. Ярдем итыгыз. Да. Ему помощь сделайте, буквально так строится. Глагол всегда норовит куда-то конец, поближе к точке. Сделайте помощь. Сначала ему помощь сделайте. Дмитрий, а мне еще вот вопрос по поводу дай мне, а я дам тебе. Бир миңа, эмин синга бирим. Берем. Берем. Но поговорка звучит вообще без слова. Берем просто бир миңа, Эмин синга. де мин сиңа. А можно сказать, мин де сиңа берем? Да, а я тебе. В принципе, уже понятно, что дам. Вот. Но не забываем, что эта форма используется и в качестве направления. Поэтому окончания соответствующие существуют для существительных. Существуют для существительных. Хорошее сочетание. Как сказать «иди»? Бор. То есть приходи ко мне, киль, а иди бар. Да. И вот, если нам надо указать какое-то направление, здесь окончания разбиваются опять по тому самому принципу. 2 твердых, 2 мягких. Бар, иди. Иди. Бар, иди, да. Туда. Это повелительно, да? Повелительное. Повелительное. Значит, я иду, как будет? Что Барам. представляет? Барам, да. Барам, барасна и так далее. Иди, обращаясь к одному человеку, бар. А что мы добавляем, чтобы получилось множественное число? Гыс. Барагас. Барыгас. Нет, барабыз это мы идем. Барыгыз. А вы идете, это добавляется, напоминаю, вот такое окончание. Так бар это в каком направлении идти? От себя. Это подальше от нас. А вот слева направо тоже можно. Абсолютно. Вот это форма основная. Если речь идет об обращении к нескольким людям, множественное число, или вежливая форма, добавляем вот это. Получается барагас. Идите. А как туда добавляют мы? Нет, здесь мы не надо. Когда я говорю идите, здесь уже мы-то здесь останемся, а вы идите. А если я хочу сказать не идите? Не идите, значит мы добавляем частицу. Какая у нас отрицательная частица? Мы. Мы. Ма. Ма. Бармагас. 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 По поводу окончаний. Ну вот, например, как будет по-татарски Казань? Казан. Казан. Вот чтобы указать направление в Казань, мы добавляем вот такое окончание. Твердый, звонкий вариант. А как будет по-татарски Москва? Мескеу. Мескеу. Мескева. Это какой здесь? Твердый или мягкий вариант? Мягкий. И Мескеу. здесь вместо «га» что будет? Мескеу. Когда всегда в твердом варианте там, где «а», Ге. неважно, какое согласное используется, Если где-то. соответствует в мягком «э». Значит, «ге». Мяскеу «ге». Если, причем слово может заканчиваться даже на гласный звук и быть каким-то международным, например, кино. То есть Я иду в кино. Мин киноға барам. Да.
Опять добавляем га. Если, например, вот эш, откуда происходит слово эшлим, работаю или что-то делаю, это работа. Как сказать, я иду на работу. Мин ишке барам. Барам это правильно, а здесь Ишке. ш это глухой звук. Ш. Поэтому вместо г используется к. Минешке. Эшке. Я иду на работу. Дмитрий, а тогда идите в Москву. Барыгас. Но пешком-то не надо, езжайте. Мы скажем, идите. Нет, это русский язык. На самом деле есть два языка, насколько я знаю, русский и немецкий, где различается идти пешком и ехать. В остальных языках это все как бы одно. Получается, мескелге барахас. Ну, при этом подразумевается, что вряд ли человек пойдет пешком. Но, то есть это движение, скорее движение в направлении. По крайней мере, люди так чудо. Можно уточнить, жеел баргас. Жеел, по-моему, пешком. Ну да, ну если вдруг возникли сомнения, ты сказал человеку, а человек и пошел, да. Правильно. Да постой, зачем же ты так? Есть транспортные средства. А если существительное заканчивается на глухой твердый звук, ну не знаю, возьмем хоть концерт. Я пошел на концерт. Мин концерт. Ка. Барам. Барам. Все, раз видим и слышим, что звук глухой, Т. Значит, концерт. Концертка. Мин концертка барам. Отлично. А как спросить? Ты пойдешь на концерт? Син концертка барас. Барасынма. Отлично. Барасынма. Да, правильно. Син концертка барасынма. То есть вот, значит, чтобы было понятно, почему такие формы у местоимений. Вы видите, что здесь проглядывает, благодаря тому, что существует вот этот звук и, соответственно, буква «н». Здесь замаскировано «га» или «га». Просто исторически это было отдельно звучащие части, элементы. Но они сливаются, как все в языке, и образовались вот эти слитные формы «минга», «синга», «онга». Еще раз, очень важно понимать, что это, во-первых, действие, которое адресовано кому-то, я даю тебе, я помогаю тебе, или же это направление, я иду к тебе, я еду в Москву, я иду в кино и так далее. Вот берем на вооружение эту форму. Да, пожалуйста, Алина. А тогда получается, мы пойдем в кино, кинога барабызма. Да, так? да. Кинога барабызма. Да, здесь нет вопросительного слова. Здесь вопрос адресован ко всему предложению в целом. Поэтому ставится вопросительная частица «м» в конце. А если мы спрашиваем, кто пойдет в кино? Кем, Кем? кинога, Кинога. бара, Вот здесь уже не Бара. надо «м», да. бара, Да? Ага. без м. А если во множественном? Балар, допустим, концертка баралармы, да? Баралармы? Если они пойдут, да? Да. Кем? А как можно спросить именно, кто не пойдет, допустим, в кино? Или Попробуем на это концерт? сделать. Син концерт. Нет, кто? Сначала Кем? кто, кем, да. Кем концертка барама. Нет, как у нас отрицательная форма? Бормы. Бармы. То есть что вместе получилось у нас? Кем концертка бармы. Да? Именно так. Здесь опять-таки отрицательная частица нам уже не потребуется. Начинаем пользоваться этими окончаниями, этой падежной формой татарских местоимений и существительных. На этом заканчиваем наше очередное занятие. Сау болугас. Сау.